Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот, сейчас поеду внука отвезу в школу. Всем привет. Маленького своего. Поехали. А дети тоже моего внука проводим в школу все вместе, чтобы он много пятерок получил. Хотя в машине сидит одна семья, с нас требуют, чтобы мы были в масках. Я вот это не понимаю. Мы же вместе живем и вместе сидим в машине. Почему так? Может кто-нибудь мне объяснить, мои уважаемые? Все, поехали. Вот наша улица. На улице никого нету. Машин очень много. Школа Владика чуть-чуть подальше у нас. Люди ходят в масках. Вот здесь с правой стороны школа Кирилла. Очень близко. Сейчас поворачиваемся налево. Вон там парк. Там центр уже. Вы знаете, что мы живем рядом. Повернулись, где мы парк. Вот здесь парк. А здесь уже улица, где школа моего внука. Я доезжаю до школы. Вот здесь школа, вот. Вот я развернулась, еду в центр. Здесь автовокзал, а желтое здание, где Юля работает. Я приехала к ней. Отвезла я младшего в школу. Скоро подойдет старшенький из школы. Испеку я оладушек. Обед у меня готов. Сейчас я покажу вам, как я пеку оладушек на дрожжах. Сейчас поставим мы с вами тесто. Для этого нам понадобится мука, молоко разбавленное 1 к 1 с водой, 1 яйцо, соль, сахар и сухие дрожжи. Кладу я сюда 1 яйцо. Меньше столовой ложки соли, столовой ложки сахара, столовой ложки без верха сухих дрожжей, кладу литр молока, разбавленное 1 к 1 с водой. Молоко теплое. И потихоньку кладем сюда просеянную муку. Хорошенько перемешиваем. Вот до такого состояния доводим. У меня все быстро перемешалось, комков нет. Сейчас поставим в теплое место. И у нас поднимется где-то через полчаса. Посмотрим, в каком состоянии будет наше тесто. Тесто поставить для оладушек должна быть мука комнатной температуре, молоко чуть теплое и активные дрожжи. Остальное все получится. Очень просто печь оладушек. Сейчас мы поставим тесто в теплое место и потом откроем, посмотрим через полчаса. Вот у меня тесто поднялось. Сейчас начнем печь наших оладушек.
какие они пышные, румяные. На двух сковородках печется по-разному. Здесь покраснее, а здесь потемнее. Вот что значит разные сковородки. Хотя я сначала сюда наливала тесто, потом сюда. Вот какие пышные получаются оладушки наши. Эту сковородку я сначала только смазываю подсолнечным маслом, а потом нет. А эту вторую сковородку я смазываю каждый раз. Она такая сковородка. Если не смазывать, то прилипается. Вот какие пышные оладушки получаются. Переворачиваем. Вот таких оладушек заказал мой внук, младшенький мой. Из школы он сам один пешком ходит. Отвожу я его сама. С одной стороны, я очень радуюсь, что мне внуки заказывают что-то готовить, что-то варить, что-то печь. Хорошо, что они у меня есть. Что бы я без них делала? Осталась бы я одна, одиношенька. Но я, сложа руки, не сидела бы, конечно. Я бы работала, помогала бы здесь Юльке. Но по вечерам мне, возможно, было бы и грустно, скучно. Пришли по голову мысли разные, и хорошие, и плохие. А здесь даже и думать некогда. Они у меня всегда при мне. Уроки готовят, балуются, озоруют иногда. Со стороны смотрю и любуюсь. Хорошо, что они у меня есть. Хорошо, что они у меня со мной. Хорошо, что я каждый день могу видеть их. Могу быть рядом, когда они болеют, когда им плохо. Могу чем-то помочь, баловать вкусняшками, поговорить с ними. Радуюсь, не нарадуюсь, что они рядом со мной. Могу быть рядом с ними, когда им плохо, когда им хорошо. Если помощь нужна, могу помочь, слава Богу. Могу пока сама одна воспитывать их. Самое главное было бы здоровье. Остальное все будет. Все трудности можно преодолеть. Вырастут они. Когда я брала их к себе домой, Владу было 3 года, а Кирюше было 5 лет. Они ничего не умели делать, даже когда кушают, плохо держали даже ложку. А сейчас вон какие пацаны. Учатся, хорошо учатся. Ко всему учатся. Самое главное, чтобы мы все были живы, здоровы. Того же желаю вам, чтобы все вы были живы, здоровы, не поддались вирусу этому проклятому. Остальное все будет. Все я испекла, оладушек своих. Внук придет, обрадуется. Вот каких оладушек мы с вами пекли. Воздушные, пышные. Горячие. Пропеклись они. Очень вкусные. Смазала я их сливочным маслом. Вот каких оладушек мы напекли. Очень вкусные, воздушные. А дети с нами чай пить.
попробуете моих оладушек на дрожжах. Они пышные очень. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всем самое главное желаю здоровья. И мы все будем с вами здоровыми.